7 дней в неделю, 13 часов в сутки. Напряженный график, нелегкая работа. Юнус Арабханов трудится здесь с самого первого дня ремонта. Старые батареи уже заменили новой системой отопления, а на полу скоро появится специальное покрытие. Успех каждого ребенка – главная цель одноименного федерального подпроекта. В рамках национального проекта образования массовый ремонт проходит во всех школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и предусматривает также все условия для занятия физической культурой и спортом. Основная работа закончена тут. Осталась самая малость. Я думаю, где-то числа 10, может быть, ноября уже мы будем заниматься в своем спортзале. А так, неудобства, конечно, большие. Спортзал нам очень необходим, потому что у нас детей много, знаете, 1200 детей. И все проходят через этот спортзал. Помимо всего этого, у нас тут проходят все большие соревнования в республиканского значения. Работу по реставрации начали в августе, однако их пришлось приостановить из-за отключения электричества РЭСом. Спустя некоторое время свет дали, ремонт возобновили, и уже теперь до заветного финиша недалеко. Благодаря вот такой машинке для шлифования можно добиться идеального покрытия, которое очень важно для безопасности спортсменов во время проведения различных соревнований. А в этой школе работа почти завершена. Замена электропроводки, дверей, покраска стен и шлифовка. Отдельного внимания заслуживает комната для инвентаря, кабинеты для учителей и 2 просторные раздевалки вместе с душевыми, которыми раньше тут не могли похвастаться. В общем, ремонтом довольны. Спортивный зал, то я что-то он двойное покрытие. Так, во время учебного процесса каникула бахли, хочется будто что хочешь сатстей пархамаш, он баргугерт интересует, что раз должен линтус бир. Хахетер отходикагат багажу. Здоровому образу жизни здесь уделяют особое внимание. Учащиеся 3-й школы занимают лидирующие места во всевозможных республиканских соревнованиях. Благодаря обновленному залу юные спортсмены смогут в полной мере проводить занятия и состязания по нормам ГТО. Мы получили комфортный спортивный зал, который отвечает современным требованиям. Тем более для нас это было очень важно, потому что на базе нашей школы успешно функционируют такие секции, как футбол, баскетбол и в вечернее время спортивная секция кикбоксинга, где наши ученики получают призовые места. Создание и ремонт спортивных залов, оснащение оборудованием и инвентарем. В рамках проекта планируют задействовать порядка 20 школ республики. Сейчас оценить уже проделанную работу по ремонту смогут лишь ученики средних и старших классов. Каникулы для учащихся начального звена в регионе указом главы продлены до 8 ноября. В общем, с началом второй учебной четверти дети смогут приступить не только к школьным занятиям, но и провести свои первые тренировки в обновленном спортивном зале. Хава Гагиева, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.